Доброе утро, республика! Доброе утро, город Якутск! Сегодня понедельник, 15 июня, это самая серединка месяца. Позади 3 длинных выходных, и, может быть, поэтому кому-то немножечко грустно. Но не стоит расстраиваться, ведь впереди у нас целое лето, целая неделя и сегодняшний замечательный день. Какая погода нас ждет сегодня, узнаем прямо сейчас, потому что без погоды рабочий день начаться не может. Итак, в центральных районах республики плюс 18-26 градусов, в заречной группе 16-26, в южных районах 19-28, в Вилюйской группе улусов плюс 16, плюс 27, а в Нижнеленских плюс 11-17, в западных плюс 18, плюс 30, в Колымо-Индигирской группе улусов плюс 4, плюс 15. В Янских 8-15 градусов выше нуля, на северо-западе плюс 7-21. В столице республики, в городе Якутске, температура воздуха на 6 часов утра была плюс 10 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, ветер 2 метра в секунду западный. Сегодня днем небольшой дождь, ветер северо-западный 2,8 метров в секунду, а дневная температура плюс 25, плюс 27. Прекрасная погода сегодня нас ждет. Несмотря на то, что будет небольшой дождь, я думаю, настроение он не испортит. А мы, в свою очередь, нашим утренним прямым эфиром постараемся задать вам нотку позитива и радости. Начнем с интересной темы. В жаркую погоду не всякое мороженое одинаково хорошо спасает от зноя. Идеальный выбор в такой день – не сливочный пломбир, а фруктовый сорбет. Особенно те, что сделаны на основе цитрусовых, лимона или грейпфрута. Также отлично освежают сорбеты из малины, персика, арбуза и манго. Вкуснотища. Эффект усиливают мята или базилик. А кофейное или чайное мороженое также помогает взбодриться и пережить духоту. Главное правило – не переборщить со сладостью, впрочем, как и всегда. Если сорбет слишком сладкий, свежесть может потеряться. Если чересчур кислый, вкус становится агрессивным. Так что ищите баланс. Кстати, этот десерт один из древнейших. Еще за 2000 лет до нашей эры в Китае подавали замороженный снег с фруктами. В Европу рецепт попал в 15 веке благодаря Марко Поло. А на Руси крестьяне замораживали смесь из творога, сметаны и изюма. Так что в жару смело берите фруктовый сорбет, и вкусно, и прохладно. Вкус мороженого – это вкус детства, вкус хорошего настроения. И, конечно же, он радует всех, особенно в жаркое якутское лето. Лето, жара, мороженое, кажется, что это идеальное спасение. Холодок приятно обжигает горло и на минуту становится легче. Но знаете, что спасает от жары гораздо эффективнее и при этом дарит бодрость на 24 часа? Конечно же, свежий утренний подъем, буквально 10 минут, как кровь разгоняется, организм начинает лучше регулировать собственную температуру, и вы перестаете быть снегурочкой, которая тает на солнце. Так что давайте оставим пломбир на потом, как награду, и начнем с того, что реально меняет самочувствие – с утренней активности. Всем доброе утро! Сегодня мы с вами поработаем над комплексом упражнения. В него входит как аэробная нагрузка, так и анаэробная нагрузка. Эти упражнения можно выполнять непосредственно в самом фитнес-клубе, работая собственным весом, и выполнять также в домашних условиях. Ну что, приступим? Мы встаем параллельно коврику. Ноги мы ставим на уровне тазобедренного сустава. Живот мы напрягаем. Спину выпрямляем, сводим лопатки. Стоим в вертикальном положении. Первое упражнение. Начинаем. Правой рукой мы уходим вперед. Принимаем положение планки. Мы делаем движение руками. Принимаем положение планки. Подключаем мышцы кора. Опускаемся вниз. Делаем выход. Поднимаемся вверх. Снова принимаем положение планки. Подключаем наши ноги. И выпрямляете вертикальное положение. В данном случае я показала достаточно в медленном, минимальном темпе. Теперь мы выполняем это же упражнение с учетом 4 подходов по 30 раз. Итак,
Повторюсь, что это было легкое упражнение на все мышечные группы. Что мы можем еще добавить к данному упражнению? Если у вас дома имеются гантели небольшого веса, 2-2,5 килограмма, либо фитбол, может быть, это баскетбольный мяч или, допустим, волейбольный мяч, мы его тоже можем легко использовать в наших упражнениях. Опять мы используем коврик, опускаемся вниз, садимся. Корпус прямой, упор у нас идет на ягодичную, отклоняю корпус немного назад, напряжение идет на прямую мышцу кора. Я беру мяч в руки, держу перед собой. В данном случае я показываю наиболее простой вариант для начинающих. Итак, отклоняю корпус назад, смотрю вперед перед собой, делаю скручивание корпусом на выдохе. В данном упражнении мы можем с вами дышать непосредственно самой диафрагмой. Наиболее сложный вариант для тех, кто подготовлен к данному упражнению. Поднимаю правую ногу, левую ногу. Выполняю скручивание движением стопы вперед. И последнее наше упражнение мы будем использовать гантели. Как правило, гантели у нас имеются не у всех. Вы можете использовать небольшие бутылки с водой, которые, в принципе, тоже допустимы в данном упражнении. Примерно по 1,5 литра по литру. Я стану к вам вот таким вот образом, чтобы вам было видно по технике выполнения упражнений. Корпус держу прямо. Добавляю наклон корпуса по диагонали немножко вперед. Сгибаю локтевой сустав вот в таком вот положении. В данном упражнении у нас идет напряжение на бицепс. Здесь мы подключаем наши руки. Вдох. На выдохе я сгибаю руки. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. К данному комплексу я еще могу подключить свой не только предплечье, плечевой сустав, но и также еще добавить движение в локтевом суставе. Что я могу сделать, чтобы задействовать свои дельты, бицепс и трицепс? Вертикальный подъем вверх. Раз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И еще раз. Вдох. Выдох. Закончили. Данное упражнение мы можем с вами свести в определенный комплекс и использовать 4 круга по 30 раз. Всего хорошего, хорошего дня! Что ж, я уверен, что все мы взбодрились и зарядились энергией. Да, безусловно, утренняя зарядка – это одна из самых важных ежедневных утренних процедур. Важнее могут быть только актуальные новости. Давайте узнаем, что произошло в республике, в городе и в стране на этот момент. Новости. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. С июля несколько категорий российских граждан получат прибавку к пенсии. Тем, кому в июне исполнилось 80 лет, и лицам, впервые оформившим первую группу инвалидности. Фиксированную часть выплаты удвоит до 19 169 рублей. Работавшим ранее пенсионерам после увольнения автоматически проиндексируют выплаты за весь период трудовой деятельности. При этом для перерасчета по причине появления иждивенцев или при наличии 30-летнего сельского стажа гражданам потребуется самостоятельно подать заявление в социальный фонд. Банк России продолжает ужесточать правила кредитования, вводя новые ограничения на учет доходов заемщиков. По словам экспертов, уже сейчас финансовые организации принимают во внимание только официальные поступления с четкой маркировкой, такие как зарплата или пенсия, исключая из расчета личные переводы и возвраты долгов. С 1 июля этого года правила станут еще строже. К доходам, указанным в анкете, без документального подтверждения будет применяться обязательный дисконт 10%, а итоговая сумма не сможет
сможет превышать среднедушевой доход по региону. Полная отмена упрощенного подхода запланирована на 1 июля 2027 года. Спецпредставитель президента России Борис Титов заявил, что вопрос по строительству газопровода «Сила Сибири-2» будет решен в ближайшее время. В интервью ТАСС он опроверг сообщения СМИ о том, что задержка подписания контракта связана с невозможностью договориться о стоимости газа. По словам Титова, основной причиной являются технические аспекты и выбор оптимального маршрута прохождения трубы. Сейчас специалисты ищут баланс между минимизацией затрат на строительство и обеспечением максимальной безопасности и надежности поставок. Несмотря на статус рабочего момента, стороны не форсируют процессы, давая приоритет качественной проработке логистических решений. В этом году на 26-м километре Вилюйского тракта впервые заработает временная схема обращения с твердыми коммунальными отходами. Для максимально быстрого запуска системы правительство Якутии инициировало создание сортировочного комплекса, ход строительства которого проверил первый зампред правительства Дмитрий Садовников. На данный момент работы идут строго по графику. Строители уже завершили заливку основания ангара. Объект планируется сдать в эксплуатацию до конца сентября. Запуск комплекса позволит выделить полезные фракции для дальнейшей переработки. Благодаря федеральной программе «Культура малой Родины» и национальному проекту «Семья» Вилюйская библиотека успешно прошла отбор и стала участником проекта, получив целевую субсидию в размере 15 миллионов рублей. В настоящее время ведется ремонт помещения библиотеки с последующим полным оснащением его современной мебелью и высокотехнологичным оборудованием. Предусмотрено создание многофункциональных зон. Библиотечные фонды будут существенно укомплектованы новыми и востребованными изданиями. Обновленное пространство будет отвечать запросам разных возрастных групп и станет центром притяжения жизни города. В рамках этой субсидии сегодня ведется активная работа по ремонту и оснащению нашей центральной библиотеки. В частности, буквально вот на днях подрядная организация из города Якутска проводит монтажную и установочную работу специализированной библиотечной мебели под заказ, который мы сделали. Также ожидается прибытие на днях современной библиотечной оргтехники и компьютерной техники. И срок, значит, сдачи объекта, завершения, значит, объекта – это День государственности, значит, 27 сентября. Исследователи из Северо-Западного университета США зафиксировали активные потоки материи в виде космического ветра, который выбрасывает сверхмассивная черная дыра «Стрелец-А». Это открытие позволило ученым впервые детально описать процесс, который ускользал от внимания астрономов более полувека. Наблюдения показали наличие конической области просветления, создаваемой горячим ветром, который вытесняет холодный газ из центра галактики. Астрофизики подчеркивают, что такая активность является нормальным этапом эволюции сверхмассивных черных дыр. По мнению авторов работы, подобное явление слабой обратной связи не уникальны для Млечного Пути. С каждым годом профессии в сфере здравоохранения становятся не только более востребованными, но и сложнее с точки зрения вступительных правил. Особенно это касается целевого обучения, системы, которая вызывает больше всего вопросов у абитуриентов и их родителей. Как поступить в медицинский вуз по целевому договору в 2026 году, какие изменения вступили в силу и что ждет будущего врача после окончания университета? Разобраться в этих вопросах нам поможет Надежда Иванова, руководитель отдела государственной службы, кадровой антикоррупционной политики и наград Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия. Доброе утро, Надежда Егоровна, правильно сказал вашу должность? Доброе утро, Евгений. Да, все правильно действительно назвали. Спасибо за приглашение. Отлично. И начнем с первого вопроса. Ежегодно медицинские профессии становятся все более актуальными для поступления в вузы и СУЗы. Расскажите, пожалуйста, основные правила приема на целевое обучение и кто может претендовать на эту форму обучения. Действительно, целевая подготовка является основной мерой привлечения медицинских специалистов в отрасли здравоохранения республики. На сегодняшний день у нас более 2000 студентов проходят подготовки в рамках целевых договоров. Из них более 1600 – это будущие врачи. На целевое обучение может претендовать любой гражданин Российской Федерации, впервые получающий соответствующий уровень образования, да, и который готов отработать по окончании обучения 3 года в медицинской организации, подведомственной Министерству здравоохранения республики. Здорово. Да, с 2024 года все предложения по целевому обучению
по поручению президента Российской Федерации мы, как и любой другой заказчик целевого обучения, размещаем наши предложения на портале «Работа в России». И документы можно подать через госуслуги, сервис поступления в ВУЗ онлайн. Отлично, прекрасная новость. Знаете, многие абитуриенты рассматривают целевое обучение как приоритетный вариант. Как устроена система в 2026 году с учетом недавних изменений в законодательстве? Какие обязательства берет на себя студент при заключении договора о целевом обучении? Есть какие-то меры поддержки, может быть? Ну, главное обязательство, которое берет на себя студент, это успешно освоить... Учиться, учиться, успешно освоить образовательную программу, да, и по окончании отработать у работодателя 3 года. Вне зависимости от районов республики? Вне зависимости от районов республики, где будет находиться будущий работодатель, 3 года – это то обязательство, которое берет на себя студент, целевик. В этом году с 1 марта 2026 года вступили изменения в законодательство Российской Федерации об образовании, об основах охраны здоровья граждан, да, и усилены меры ответственности за неисполнение условий договора. То есть если раньше нужно было компенсировать стоимость обучения, то по новым изменениям в законе нужно будет возместить расходы за обучение в 2-кратном размере. Ого. Да, меры ответственности действительно серьезно усилены. Да, действительно, эта ответственность на себя очень большая берется. Да, а что касается мер поддержки, то работодатель выплачивает стипендию своему целевику. От региона также предусмотрены меры поддержки, предусмотрена материальная выплата ежемесячная при условии окончания семестра на оценки «хорошо» и «отлично». Возмещается также стоимость проезда к месту обучения и обратно 1 раз в год, и возмещается оплата проживания в период обучения. Да, прекрасные меры поддержки. Я думаю, что с таким стимулом учиться будет еще интереснее. Есть такое интересное слово, которое не знакомо многим, это ординатура. Что такое ординатура? Для каких врачебных специальностей она обязательна? Сколько времени занимает обучение от первого курса до профессии? Медицинское образование в Российской Федерации — это многоступенчатая система. Да? Первый этап — это специалитет, который длится от 5 до 6 лет. В зависимости от специальности. После будущий врач проходит первичную аккредитацию, после которой может уже работать в качестве врача, например, терапевта участкового. Практиковать. Да, практиковать. Далее следует этап ординатуры. Ординатура дает более конкретную специализацию, узкую, да, после освоения которой врач уже может работать конкретно узким специалистом, врачом-специалистом, кардиологом, неврологом и так далее. Ординатура длится от 2 до 5 лет, да, то есть весь период подготовки в некоторых случаях может длиться до 11 лет. Да. Учиться можно бесконечно, чем больше учишься, тем больше приобретается знаний и, соответственно, практики. Нам известно, что Минздрав Якутии активно занимается планированием целевого обучения для республики. Какие квоты, может быть, какое-то определенное количество мест для поступающих на медицинские специальности по целевому договору выделены в этом в 2026 году? Да, действительно, на 2026-2027 год мы запланировали 452 места. Из них 284 — это по программам специалитета и 168 по программам ординатуры. Это что касается высшего образования. Да? Мы, конечно же, большинство своих целевых квот планируем в медицинском институте Северо-Восточного федерального университета здесь, в городе Якутске. Но также целевые квоты у нас предусмотрены и в центральных вузах Российской Федерации. Это города Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Новосибирск, Хабаровск, Благовещенск, Иркутск. Ну и, конечно же, в рамках кластера «Профессионалитет» мы серьезно намерены увеличить количество целевых мест по программам среднего профессионального образования. И в этом году планируем заключить с абитуриентами медицинских колледжей 430 целевых договоров. Ничего себе, получается такая огромная армия врачей. А есть ли сейчас спрос на эти профессии? Понятно, что он есть всегда, но насколько больше его, чем в прошлые годы? Есть ли какая-то динамика? Спрос мы сможем посмотреть после того, как стартует По количеству приемная заявлений, кампания. Да, приемная кампания она стартует уже в конце текущей недели, с 20 июня. Можно будет посмотреть наши предложения, которые размещены, как я уже говорила, на портале «Работа в России», да, и подать свои документы до 25 июля. После 25 июля, кстати, на целевое место можно будет подать только одну заявку. Нельзя вот одновременно подать. Да, в несколько вузов, да. Да, это важное уточнение. Поэтому до 25 июля абитуриентам нужно уточниться с направлением подготовки, да, специалитет, с вузом,
Конечно же, и с работодателем, потому как у него нужно будет заработать 3 года. Прекрасно, да, есть определенные обязательства, есть определенные меры поддержки. Это все ведет к тому, что наши врачи, будущие врачи будут учиться, надеюсь, хорошо, качественно, и проблем со здравоохранением у нас никогда никаких не будет. Спасибо большое, что пришли, что рассказали. Сезон поступлений, сезон абитуриентов открыт, можно сказать, и эта информация очень актуальна. Спасибо большое. Спасибо вам. Мы привыкли, что здоровье человека – это зона ответственности врачей, медсестер и фармацевтов. Они спасают нас в скорой, ставят диагнозы и выписывают рецепты. Но есть другая армия лекарей, у которых нет белых халатов и стетоскопов. Их инструменты – лопаты, саженцы и поливочные машины. А зеленые насаждения работают на опережение. Кроны деревьев снижают температуру в жару на 2-3 градуса, задерживают тонны пыли и вырабатывают кислород. Озеленение города – это не только про красоту. Активная работа по высадке растений в столице проходит по 3 участкам. Так, улицу Ларионова на данный момент озеленяют 650 саженцами ели и яблони. Помимо них также высадят такие кустарники, как боярышник и акация. Работа идет на качество. Специально для них рабочие собирают засохшие ветви и деревья, кладут под саженцы, чтобы те стали основой их будущего роста. Дальше продолжаем работу по улице Ларионова. Это как бы продолжение набережного Романа Дмитриева. Да? Здесь мы собираем сухие ветки, которые уже погибли давным-давно, и потом мы их кладем в траншеи, где мы будем сажать живую изгородь и деревья. Это по методу Хольцера, австрийского ученого, работаем, который при засухе, при неполном поливе помогает растениям выживать и лучше приживаться. Такая же работа пройдет по улице Пояркова в районе между цирком и автовокзалом. Озеленению также будет подвержен сквер Матери, где обновят газон. Помимо деревьев и кустарников, ежегодно в Якутске высаживаются сотни тысяч цветов. Это чуть больше 10 разных видов. Среди них бархатцы, цинеравии, алисум, лобелия, виола и многие другие. Но, конечно же, большую часть из них составляют неприхотливые петунии, которые живут и растут, несмотря на различные погодные условия. В основном в городе Якутске высаживаются более устойчивые растения, которые приспособлены именно городскому озеленению, неприхотливые растения. Цветочное озеленение у нас проходит ежегодно традиционно во всех округах города. И согласно техническому заданию, вся высадка должна быть закончена 16 июня. Жители же столицы уже замечают изменения во внешности города. Видно, слышно, и вообще как бы политика мэра же еще была связана с тем, что в последнее время привлекаются специалисты именно вот по озеленению в условиях Арктики. То есть понятно, что не все посадишь. Я сама уже экспериментировала, много чего у нас не приживается, много чего разрастается не так, как хотелось бы. Да. Но в последнее время вот как сажается, да, саженцы, которые новые вот высаживают, мне как бы нравится, что это не очень все массивное. Мне очень нравится, когда высаживают боярышник. Хорошо становится в последнее время. Зеленее, вот цветы, деревья посадили. Очень хорошо, молодцы, хорошо работают. Очень важно, ага. У нас зелени мало, действительно. Вот тут очень много высаживают, я замечаю. Я тут рядом живу. К середине месяца практически весь город будет облагорожен новыми растениями и деревьями, но работа на этом не остановится. И если первые высаживаются из года в год, то последние растут на глазах, и через десяток лет в городе выстроятся ровные ряды пышущих зеленью деревьев и кустарников. Тимур Колмогоров, Семен Семенов, Якутск. Названы 3 слова, которые нельзя говорить при общении с мошенниками. И это не «я тебя люблю». Речь идет о словах «да», «подтверждаю» и «согласен». По словам экспертов, злоумышленники могут вырезать эти слова из контекста и использовать их для голосового подтверждения операций от имени жертвы. С помощью технологии синтеза речи мошенники способны склеивать отдельные слова в целые фразы. К примеру, «да, я подтверждаю перевод». Простое «да» может превратиться в разрешение на списание денег. Специалист советует в разговоре с подозрительными собеседниками ничего не говорить, кроме одной фразы «я сейчас перезвоню сам». После этого необходимо немедленно положить трубку. Ранее специалисты зафиксировали изощренную схему мошенничества. Злоумышленники звонят родственникам пассажиров поездов и под видом попутчиков сообщают о якобы случившейся беде, требуя срочного перевода денег.
Аферисты выступают в роли так называемого информационного попутчика, человека, который якобы находится рядом с пострадавшим в поезде. До этого стало известно, что мошенники активизировали схемы, связанные с поступлением в вузы и колледжи в преддверии приемной кампании. Одной из самых распространенных схем остаются фиктивные агентства по поступлению. Их представители обещают абитуриентам гарантированное зачисление в престижные учебные заведения за вознаграждение от 50 до 300 тысяч рублей. После получения денег злоумышленники либо исчезают, либо заявляют о якобы изменившихся условиях. Мы много раз разбирали, как правильно разговаривать с мошенниками по телефону. Положить трубку, не называть коды, не переходить по ссылкам. Все это работает. Но что, если для кражи денег преступникам уже не нужен сам диалог? Сегодня злоумышленники массово осваивают новый инструмент – запись экрана вашего телефона. Они звонят под видом специалистов техподдержки и просят: включите демонстрацию экрана, мы проверим настройки. И как только вы это сделали, вы сами показываете им все. СМС с кодами, пароли из менеджера, остатки на счетах. Им даже не нужно вас уговаривать перевести деньги. Они нажимают кнопки удаленно у себя на компьютере, глядя на ваш экран. При этом вы видите, что ничего не трогаете, но списание идет. Расскажем, как работают эти новые схемы и, самое главное, как от них защититься. Якобы плановая проверка электросчетчиков обернулась снятием со счетов жертвы почти 400 тысяч рублей. Схема началась банально. Сначала мошенники выудили код, потом запугали взломом аккаунта на портале госуслуг, а далее на нее один за другим выходили сотрудники Росфинмониторинга и правоохранительных органов. Увидела доверенность на банковские счета и на получение кредитов. Далее они попросили, чтобы я включила демонстрацию экрана. Я в тот момент была в растерянности. Попросили выйти из аккаунта и удалить личные кабинеты и заново скачать и зарегистрироваться. Я сделал, как они попросили. Далее они попросили удалить эту доверенность, чтобы никаких действий не было. Они так правдоподобно говорили. А вы раньше слышали о таких схемах? Что вот звонят, представляются сотрудниками? Слышала, но в такую ситуацию никогда не попадала. Пока женщина беспрекословно выполняла указания мошенников, они получили доступ к ее приложениям. А поскольку их в телефоне уже не было, уведомления о взломах не приходили. Все свои махинации мошенники смогли провернуть благодаря демонстрации экрана, на котором всплывали все входящие уведомления. Жертва не входила в свои приложения, не называла коды. Однако их напрямую видели аферисты. Во избежание подобной ситуации не стоит включать демонстрацию экрана при разговоре с незнакомыми людьми. Кажется, что преступники стали умнее, а мир непредсказуемее. В такой обстановке хочется какого-то ориентира, понять, кому можно сегодня доверять, а с кем даже не стоит здороваться. Какой день опасен для финансовых решений, а когда звезды на вашей стороне. Конечно, астрология не инструкция по кибербезопасности, но иногда взгляд на неделю с высоты звезд помогает вовремя притормозить, не поддаться панике и сохранить холодный рассудок. А это, между прочим, лучшая защита от любого развода. Переходим к гороскопу на неделю. На этой неделе Овнов ждет мощный прорыв в карьере. Старые препятствия наконец уступят дорогу, но для этого потребуется вся ваша целеустремленность. Не разбрасывайтесь, сосредоточьтесь на главной цели. В середине недели возможен эмоциональный разговор с партнером. Выслушайте, а не доказывайте свою правоту. Это сохранит гармонию. Финансы стабильны, но крупные траты лучше отложить. Тельцы. Вас ждет неделя вдохновения и новых горизонтов. Поездки, переговоры или учеба принесут неожиданные плоды. Не бойтесь менять планы, судьба ведет вас в нужном направлении. В личной жизни возможна судьбоносная встреча или глубокое откровение с близким человеком. Главное быть честным с собой и другими. В выходные уделите время отдыху на природе. У близнецов неделя будет связана с общими ресурсами и финансами, возможны выгодные предложения о сотрудничестве или неожиданная премия. Однако будьте бдительны, не доверяйте сомнительным источникам. В отношениях наступит период глубокого доверия и страсти.
Вы сможете решить старые проблемы, если пойдете на компромисс. В выходные вас ждет приятный сюрприз от друзей. На этой неделе у раков партнерство выходит на первый план. Деловые и личные отношения потребуют вашего внимания и дипломатии. Не настаивайте на своем. Совместные решения окажутся вернее. В середине недели возможен творческий подъем. Не упустите момент для реализации смелой идеи. Прислушайтесь к своей интуиции в финансовых вопросах. Она вас не подведет. У львов неделя потребует собранности и дисциплины на работе. Рутина может казаться утомительной, но именно она заложит основу для будущих успехов. Не пренебрегайте помощью коллег. В личной жизни вас ждет период романтики и легкости. Одинокие львы могут встретить интересного человека. В выходные лучшее лекарство, смена обстановки и активный отдых. Девы. Эта неделя – время творчества и самовыражения. Смело беритесь за нестандартные проекты. Ваши идеи оценят по достоинству. В любви будьте готовы к откровенным разговорам, которые укрепят ваш союз. Финансово благоприятное время для старта новых проектов, но избегайте спонтанных покупок. В конце недели возможна небольшая поездка, которая подарит яркие впечатления. На этой неделе у весов главный фокус на доме и семье. Возможно, потребуется решить бытовой вопрос или поддержать близкого человека. На работе не идите на конфликты. Ваше спокойствие является главным козырем. К концу недели придут хорошие новости, связанные с финансами или личными проектами. Скорпионы. Неделя будет насыщена общением, поездками и переговорами. Ваше умение убеждать поможет заключить выгодную сделку или наладить важную связь. В середине недели будьте внимательны к словам. Одно неосторожное высказывание может привести к недопониманию. В личной жизни царит гармония. Используйте это время для романтических свиданий и глубоких бесед. У стрельцов на этой неделе в центре внимания финансы и материальные ценности. Вы сможете увеличить доход, если проявите инициативу. Однако избегайте авантюр и не поддавайтесь на сомнительные аферы. В отношениях наступит период затишья. Насладитесь спокойствием и стабильностью. В выходные вас ждет неожиданное предложение, которое круто изменит планы. В центре событий на этой неделе Козерог. От вас ждут решений и лидерства, и вы справитесь. Не бойтесь брать на себя ответственность. В личной жизни возможны небольшие трения из-за вашей занятости. Уделите немного времени близким, чтобы рассеять их сомнения. Конец недели идеален для планирования и постановки новых амбициозных целей. Водолеи. Эта неделя потребует уединения и анализа. Лучшие идеи придут к вам, когда вы останетесь наедине с собой. Не форсируйте события, дайте всему созреть. В середине недели возможна помощь от друга или наставника, которую не стоит отвергать. В любви важно доверие. Не давайте волю ревности и подозрениям. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Рыбы. Неделя принесет активную социальную жизнь. Встречи, новые знакомства и коллективные проекты будут успешными. Не отказывайтесь от приглашений. Вас ждет полезное деловое знакомство или интересная встреча. Финансы потребуют внимательного контроля. Избегайте долгов. В конце недели вы получите моральное удовлетворение от проделанной работы. Все это интересно, но согласитесь, настоящую опору в календаре дают не звездные расклады, а вполне реальные события. Те, которые уже вошли в историю или наступят совсем скоро, независимо от того, в каком знаке Луна. Гороскоп говорит «возможно», а рубрика «Даты и события» точно было или точно будет. Поэтому после звездных рекомендаций возвращаемся на Землю. Смотрим, чем запомнился этот день в истории. На календаре 15 июня. Сегодня отмечают Всемирный день распространения информации о злоупотреблении в отношении пожилых людей. Всемирный день ветра. По народному календарю вьюн зеленый. Поселяне в этот праздник собирались с утра за околицей, а потом ходили толпой по улицам и пели песни, которые посвящали парам, сочетавшимся браком в этом году. Дома в этот день украшали ветками берез и венками. На стол обязательно ставили свежеиспеченный каравай. В этот день в 1667 году проведено первое в истории успешное переливание крови человеку. В 1752 научно доказана электрическая природа молнии. В 1885 в России принят закон о запрещении ночной работы подростков и женщин. В 1916 в воздух поднялся первый самолет «Боинг». В
В 1918 в Москве основана Центральная биостанция юных натуралистов. 1984 – День образования ГИМС МЧС России. В 1954 основан Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА. В 2001 основана Шанхайская организация сотрудничества. В этот день родились Юрий Андропов, советский государственный и политический деятель, глава СССР с 1982 по 1984 годы. Алла Казанская, советская и российская актриса, театральный педагог, народная артистка РСФСР. Михаил Державин, советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Си Цзиньпинь, китайский государственный деятель, председатель КНР с 2013 года. Андрей Леонов, актер кино, телеведущий. Актер Слава Копейкин. Именины сегодня у Алисы, Никифора, Константина, Марии, Дмитрия, Ульяны и Ивана. Вот такие интересные знаменательные даты произошли в этот день в разные годы. Но знаете, иногда одна дата – это не просто строчка в календаре, это целая человеческая жизнь. И за ней стоят не только документы, но и живые кадры, морщинки на лице, улыбка, взгляд. Послезавтра, 17 июня, из этого ряда. Ровно 100 лет назад родилась Галина Михайловна Кривошапка. Для кого-то это имя из сводок, для кого-то легенда. Но чтобы понять масштаб этой личности, мало назвать год рождения и перечислить заслуги. Нужно смотреть, видеть ее в работе, в общении, в моменте. Потому что история на бумаге – это информация, а история в кадрах – это жизнь. Взглянем на Галину Михайловну Кривошапка не как на абстрактного юбиляра, а как на человека, чей век вместил эпоху. Смотрим, помним, отмечаем 100 лет со дня ее рождения. Здравствуйте, меня зовут Ирина Григорьева, я ведущий методист Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия. В этом году исполняется 100 лет видному музыкальному деятелю, стоявшему у истоков создания якутской музыкальной культуры, неутомимому просветителю классического, музыкального и театрального искусства, пропагандисту национальной культуры Галине Михайловне Кривошапка. Галина Кривошапка родилась 17 июня 1916 года в Омске. Рано лишившись родителей, находясь под опекой бабушки, поступила в Омский музыкальный техникум на фортепианное отделение. Музыкой начала заниматься с 10 лет. В феврале 1941 года Галина Михайловна переезжает в Якутию. Здесь, на новом месте, она работает пианисткой, музыкальным редактором якутского радио. Занимается с местными и приезжими певцами, работает с хором, исполняет партии арфы в оркестре. В 1959 году окончила Московскую консерваторию по специальности оперно-симфоническое дирижирование. Галина Михайловна создала в Якутском пединституте один из первых в стране университетов музыкальной культуры. Ее выступления с симфоническими оркестрами Москвы, Ленинграда, Большого театра записаны в золотой фонд Всесоюзного радио. Галина Кривошапка руководила постановками первых якутских опер «Нюргун-Батур», балета «Полевой цветок» Жиркова-Летинского, первой якутской оперетты «Цветок севера» Григоряна, оперы «Луакот» и «Ниргусон». Дирижировала первыми постановками опер на якутском языке Евгения Онегин-Чайковского, балетами «Лебединое озеро» Чурумчуко-Батуева. Галина Михайловна была инициатором, организатором и художественным руководителем уникальной грамзаписи якутского народного эпоса «Нюргун-Батур стремительный» в исполнении народного артиста СССР Гаврила Колесова. В течение 32 лет Галина Кривошапка являлась главным дирижером симфонического оркестра якутского телевидения и радио и всегда поддерживала молодых якутских композиторов. Она выявляла и бережно растила якутских певцов, следила за их ростом, певческой деятельностью. За выдающийся вклад в развитие и пропаганду классического музыкального искусства, духовное и эстетическое воспитание молодежи, многолетнюю творческую деятельность Галина Кривошапка в 1911 году была отмечена высокой наградой Якутии – орденом «Полярная звезда». Галина Кривошапка была человеком высочайшей культуры, эрудиции, организаторской воли. В книге «Пространство памяти моей души» профессора Якутского госуниверситета Марты Михайлова есть замечательные строки о Галине Кривошапка. Она красива и горда,
Это удивительно строгая женщина с такими потрясающими, крылатыми, летящими глазами. Это была рубрика «История в кадрах». Изучайте историю вместе с нами, это интересно. А сейчас мы вспомним событие, с которого началась история конкурсов красоты в Якутии. В далеком 1989 году состоялся первый республиканский конкурс «Северная принцесса», а его победительницей стала Туяра Егорова. Для многих девушек того времени этот конкурс стал настоящим символом перемен и новых возможностей. Спустя десятилетия интересно узнать, как проходил самый первый конкурс красоты, как изменилась эта сфера сегодня и чем живет его первая победительница. У нас в гостях Туяра Егорова, победительница первого конкурса красоты «Северная принцесса». Доброе утро, Туяра. Доброе утро, Евгений. Очень рад вас видеть в это утро. Думаю, что позитивом и красотой вы одарите всех наших зрителей. Расскажите, пожалуйста, о моменте, когда вы решили участвовать в конкурсе «Северная принцесса». Меня уговорила Галина Крылова, которая тогда была главным редактором первого республиканского издания «Рекламная газета». И на самом деле 89-й год, это был 5-й курс, выпускной. Мы с мужем готовились к диплому, к госэкзаменам. И предложение было, конечно, неожиданным. Тем не менее, я рискнула и ни разу не пожалела. Все прошло замечательно, так, как вы и планировали. Какой он был самый первый конкурс красоты в Якутии? Он был очень таким настоящим, искренним. Не было никакого опыта ни у организаторов, ни у нас, участниц, поэтому все делалось на ход ноги. А вот какое отношение было тогда к конкурсу? Ведь это что-то новое, наверняка общественность как-то реагировала по-разному. Ну, в то время не было ни соцсетей, не было такой информации, но, тем не менее, конечно, в городе такой был ажиотаж. Это было все новое, впервые, и даже мои родители об этом не знали, об участии. Мы все были комсомолками. Понятно. А тут, говорят, были слухи, что участницы будут выходить в купальниках, и это на сцене нашего главного якутского театра. Для того времени это прямо что-то из ряда вон выходит. Совершенно верно. Поэтому зал был, конечно, битком. Людей было такое количество, что яблоку негде было упасть, как говорится, и висели на люстрах. Ну, в общем, вот понимаете, был ажиотаж настоящий, правда. И сразу хочется спросить про приз. Какой был приз для победительницы по тем временам в том самом конкурсе? Ох, ну... Помните или нет? Вот прям давайте тогда с этого вопроса начнем, потому что, может быть, уже столько призов у вас, что... Да, ценный приз был это Илинки Бехер. Это было очень красивое украшение национальное, да, которое тогда сделали, говорят, по слухам, из подручных материалов. Я не буду сейчас уточнять. Вот. Был китайский полушубок собачий. И был очень приятный приз. Это магнитофон советский. Тогда, конечно же, это был Советский Союз, и магнитофон этот был как приз зрительских симпатий. На самом деле это очень ценно для меня, и такой очень приятный был. Замечательная подборка призов, мне кажется. А ожидали ли вы изначально, что достанется вам корона победительницы, ну и, соответственно, все эти магнитофоны, шубы, куртки кожаные две и так далее? Нет, в то время, конечно, я даже, честно говоря, особенно не задумывалась. Просто хотелось выступить достойно. Ну, видите, к чему это привело. Иногда желание выступить приводит к замечательным результатам. Участницы в то время с какими трудностями сталкивались? Самое основное, что вот их останавливало или что приходилось преодолевать? Трудности были на каждом шагу, потому что это было время, скажем так, эпоха дефицита, и не было ни одежды, ни косметики, ни обуви. Собирали в буквальном смысле с меру по нитке. Но зато было очень много энтузиазма. Это самое важное, я считаю. А сейчас с участницами конкурса вы поддерживаете связь? Может быть, с кем-то подружились? К сожалению, нет. Наши дороги разошлись. Но у меня остались очень теплые воспоминания и о конкурсе, и о девочках. Это самое главное, когда не только призы, но и воспоминания, впечатления. Какие, на ваш взгляд, отличия современных конкурсов красоты от той эпохи? Ну, действительно, прошло почти 40 лет. Наверняка вы следите за конкурсами, а может быть и нет уже. Какие, на ваш взгляд, отличия все-таки сейчас есть?
Ну, специально за конкурсами, признаюсь честно, не слежу. Но так получилось, что в этом году я побывала на 2 конкурсах красоты в Калининграде. И, кстати, в одном из этих конкурсов участвовали 3 наших землячки. Они все выиграли. Вот это было потрясающе. Каждая в своей номинации. Вот. И все-таки главное отличие, конечно, как я сейчас увидела, это то, что если раньше это были конкурсы, наверное, больше стандартов каких-то, да, определенных, то сейчас не имеет значения ни возраст, ни внешность. Главное — это внутреннее качество. И если девочка уверена в себе, если она, у нее есть таланты, да, она харизматична, она проявлена, как сейчас говорят молодежь, то каждая заслуживает короны. Здорово. То есть, по сути, вот сейчас, на сегодня женская красота для вас это вот понимание вот совокупности не только красоты, да, но и, естественно, каких-то внутренних качеств. А расскажите, а чем вы сейчас занимаетесь? Осенью прошлого года мы с мужем и с 2 нашими собаками переехали из прекрасной Риги в замечательный Калининград. Сейчас я занимаюсь предпринимательством, сотрудничаю с компанией Siberian Wellness. Многие ее знают как «Сибирское здоровье». Мой муж, мы с ним, кстати, с тех самых пор, со студенческих лет, вот, он закончил здесь медицинский факультет, тогда это был факультет нашего университета. Вот, и у него была аспирантура в первом меди, диссертация как раз в области фармакологии. И его профессиональное образование помогает нам сейчас более, скажем, серьезно подходить к тому, что помогать людям заниматься здоровьем, заботиться о себе. Вот. Мы открыли магазин с этой целью в Калининграде, фирменный магазин Siberian Wellness. Вот. И я, конечно же, работаю с командой. Пользуясь случаем, хочу сказать, что те люди, которым интересно активное долголетие, здоровье, я открыта контактами к общению с такими людьми. Я думаю, всем однозначно эта тема просто близка для всех. Скажите, пожалуйста, прошу прощения, с нашим зрителям нужно поделиться с ними какими-то вашими секретами красоты, здоровья, хорошего настроения. Вот такая позитивная, что хочется прямо передать это в массы, наше настроение. Расскажите про Спасибо. Главный мой секрет — это активный образ жизни. Да? Это забота о здоровье каждый день. И правильное питание, движение, позитивный настрой, уверенность внутренняя — это, конечно, все вместе, мне кажется, и есть. А еще очень важно заниматься любимым делом и общаться с теми людьми, которым тебе нравится общаться. Да, заниматься любимым делом сразу решает множество проблем и дарит нам радость и позитив. А не было ли желания у вас повторно участвовать, может быть, после той победы? Или это вот один раз просто зайти на пьедестал, на первое место, и потом нет? Кто знает, может быть, дальше карьера. Кто знает, посмотрим. Прекрасно. Отличный настрой. И тогда пожелания ваши нашим зрителям, что нужно делать, чтобы жить счастливо. Что нужно делать? Я хочу сказать так, что для меня вообще примером в моей жизни — это моя мама. И она по-настоящему красивый человек, потому что красота — это, как мы говорили, не внешние данные, да, это красота изнутри. Это доброта, это любовь к себе, любовь к своим близким, любовь к жизни. Вот. И в душе каждая девочка — это это принцесса. Поэтому, девочки, не забывайте, заботьтесь о себе и будьте счастливы, будьте красивы, будьте прекрасны. Что ж, отличное пожелание, отличное настроение. В понедельник утром, я думаю, все будут стремиться как минимум к победе в конкурсах и в жизни. А сейчас, конечно же, мы оповестим вас о новостях, которые произошли в стране, в мире и в республике, а также в городе Якутске на сегодняшний момент. Выпуск новостей в эфире. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра.
К 2030 году в России планируется усовершенствовать требования к технической безопасности транспортных средств, выпущенных более 30 лет назад. Согласно утвержденному правительством документу, соответствующий приказ подготовит Росстандарт совместно с профильными ведомствами и институтом НАМИ. Кроме того, в период с 26 по 2030 год будут актуализированы требования к современным портовым системам, включая круиз-контроль, помощь водителю и мониторинг. Власти также намерены определить критерии использования алкозамков, систем обнаружения усталости водителя и механизмов дистанционного контроля скорости и манеры вождения в зависимости от рисков эксплуатации различных типов транспорта. Завершился прием заявок на 3-й сезон конкурса инициатив родительских сообществ, организованного Обществом знания. Всего на участие поступило более 7 тысяч проектов из 88 регионов страны. Якутия продемонстрировала самую высокую активность в Дальневосточном федеральном округе. От родительских комитетов республики подано 92 заявки. В этом сезоне география и формат конкурса расширились. К школьным сообществам впервые присоединились родительские комитеты детских садов и колледжей. Инициативы направлены на развитие воспитательной среды и охватывают такие сферы, как патриотическое, духовно-нравственное, экологическое воспитание и научное познание. Лучшие проекты получат грантовую поддержку в размере от 200 тысяч до 2 миллионов рублей. Этим летом в Намском районе будут работать 16 летних лагерей. В этом году запланировано 9 лагерей дневного пребывания, 4 трудовых, также палаточные. Общий охват составит 3340 детей и подростков. Для детей участников СВО установлены бесплатные путевки. Всего охвачено 247 учащихся. В том числе некоторые ребята смогут отдохнуть и укрепить здоровье в летних санаторных лагерях за пределами республики. На сегодня по Улусу открыты 10 лагерей, один из них при Намском педагогическом колледже. Лагерь «Айкут» работает по 2 направлениям. Для девочек по творческому развитию, для мальчиков по спорту. В Ботаре я занимаюсь с 5 лет, с самого детского сада. И этот лагерь нашла моя бабушка. Со всеми подружился. Сегодня мы занимаемся вертушкой и стреляем с лука, как и вчера. И в будущем я бы хотел принять участие в играх ДГН. Завершилась 5-я юбилейная спартакиада пенсионеров республики. Соревнования проходили с 11 по 14 июня. Собрали порядка 130 участников в составе 21 команды. В настоящее время продолжаются финальные старты, матчи, по итогам которых в ближайшее время станут известны имена победителей и призеров. Напомним, спортсмены старшего поколения демонстрировали мастерство в 8 видах спорта, а также выполнение нормативов комплекса ГТО. Победители соревнований получат путевку на участие во всероссийском этапе спартакиады пенсионеров, где представят республику на федеральном уровне. 4-й раз участвую в 5-й спартакиаде среди пенсионеров республики. И 3 раза защищал честь республики на России. Это как бы стимул для нас, для пенсионеров, для пожилых людей. Когда я участвовал на России, там женщины, там мужчины говорят, мы вот только соревнования проходят, заканчиваются. Они говорят, мы будем готовиться к следующему году, с завтрашнего дня, вот говорят. Поэтому стимул очень большой у нас. Это были все новости этого утра. До встречи в дальнейших эфирах. Эти важные знания помогут вам не растеряться в стрессовой ситуации. Но давайте честно, лучше всего это вообще не попадать в различные переделки, а точнее сделать все, чтобы даже при задержке или потере, например, багажа, вы оставались в комфорте. И тут вступают в силу простые житейские хитрости. Потому что знаете, что спасет, когда рейс перенесли часов на 6, а ваш чемодан улетел в другой город. Что нужно делать? Конечно, иметь при себе запасные трусы, зарядку для телефона, теплые носки в ручной клади. Мы сейчас расскажем, как сделать так, чтобы вы эту потерю даже не заметили до прилета. Переходим к полезным советам. Как правильно упаковать чемодан, чтобы ничего не помялось, не разбилось, не пропало, а главное, чтобы все самое нужное было всегда под рукой. Неважно, отправляешься ты в отпуск на берег моря или в деловую поездку, в любом случае нужно знать, как правильно упаковать вещи в чемодан, чтобы все поместилось и ничего не помялось. А в этом вам поможет вакуумный пакет.
Вакуумный пакет для хранения вещей – это полиэтиленовый мешок высокой плотности, в котором присутствует клапан для откачки воздуха. При использовании качественных вакуумных пакетов объем некоторых вещей можно снизить примерно на 70%, а купить его можно в любом хозяйственном магазине. Пользоваться вакуумом очень легко и просто. Аккуратно распределяем вещи внутри пакета. Желательно не набивать его слишком плотно и равномерно распределять объем вещей. С помощью клипса фиксируем застежку. Открываем клапан и с помощью пылесоса вытягиваем лишний воздух. Это самый приятный момент — смотреть, как пухлые пакеты мгновенно теряют объем, превращаясь в аккуратную плоскую стопку. Закрываем клапан и вуаля! Теперь ваши вещи помещаются в чемодан легко и просто. Можно собрать чемодан и отправляться в новое путешествие. Замечательные полезные советы, особенно в преддверии отпусков и летних поездок. Пользуясь случаем, чтобы не потерять эти советы, всегда у вас были под рукой новости, подписывайтесь на нашу группу в мессенджере Макс, а также в наш телеграм-канал. Всегда все самое актуальное и важное найдете там. А сейчас хочется сказать вам прекрасного рабочего дня. Надеемся, что наш утренний эфир зарядил вас энергией, позитивом, полезной информацией и, конечно же, увидимся на неделе. Всего доброго, доброе утро, Якутия. Пока-пока, до встречи в эфире.